Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуира Зокирзода состоялось очередное заседание пятой сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. На заседании был обсужден один вопрос. По предложению генерального прокурора Республики Таджикистан о лишении права на неприкосновенность и взятие под арест депутата Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Саиджафара Усмонзода. Перед депутатами по этому вопросу выступил генеральный прокурор Республики Таджикистан, генерал-полковник юстиции Юсуф Рахмон. На заседании пятой сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва был обсужден один вопрос. По предложению генерального прокурора Республики Таджикистан о лишении права на неприкосновенность и взятие под арест депутата Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Саиджафара Усмонзода. Перед депутатами по этому вопросу выступил генеральный прокурор Республики Таджикистан, генерал-полковник юстиции Юсуф Рахмон. Генеральный прокурор Республики Таджикистан, генерал-полковник юстиции Юсуф Рахмон в ходе своего выступления отметил, что предварительное следствие установило, что в сентябре 2021 года Саиджафар Усмонзода беседовал по мобильному телефону с заместителем руководителя экстремистско-террористической организации по имени Милли Таджикистан Шарафиддином Гадоевым и дал предварительные рекомендации по поводу узурпации государственной власти в Республике Таджикистан. Шарафиддин Гадоев пообещал, что для достижения этой цели глава экстремистско-террористической организации «Партия исламского возрождения» Мухиддин Кабири окажет ему финансовую помощь и предоставит более 3000 бойцов террористической организации «Джамуат Ансаруллох» из-за пределов Республики Таджикистан. Для реализации своего преступного плана Саиджафар Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи. По заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания правоохранительных органов и военных структур, хотели захватить оружие и насильственно свергнуть государственную власть в стране. Для завершения этого преступления Саиджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран $10 миллионов для привлечения влиятельных людей и организации митингов. 12 июня 2024 года против Саиджафара Усмонзода и других было возбуждено уголовное дело по статье 306 части 2 пункта В Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а названное лицо арестовано. Вина Саиджафара Усмонзода полностью подтверждается материалами уголовного дела, в том числе доказательствами самопризнания, то есть полного признания вины, видеозаписей и разговоров, показаний свидетелей и других неоспоримых доказательств. И по данному вопросу выступили председатель комиссии по этике Маджлиси Намояндагон Файзулло Баротзода, председатель комитета Маджлиси Намояндагон по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода, председатель комитета Маджлиси Намояндагон по правопорядку, обороне и безопасности Рустам Шохмурод. В своих выступлениях депутаты отметили целесообразность предложения генерального прокурора Республики Таджикистан о лишении права на неприкосновенность Саиджафара Усмонзода и поддержали принятие решения Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по этому вопросу. В завершении заседания выступил председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуир Зокирзода, который заявил, что статус неприкосновенности прав депутатов определен в соответствии с требованиями законодательства страны. Было отмечено, что эта позорная ситуация предостерегает нас, представителей Маджлиси Намояндагон, ценить мир и стабильность, мир в обществе и доверие наших избирателей. И в какой бы ситуации мы ни находились, никогда не предавать любимого и великого лидера нашего народа, нашу Родину и нашу нацию. Уважаемые телезрители, мы продолжаем выпуск и к другим темам.
Повышается имидж и авторитет Таджикистана на мировой арене. Благодаря реализации важных и своевременных мер правительства Республики Таджикистан по обеспечению безопасности мира и политической стабильности мы наблюдаем возрастающий прогресс во всех жизненно важных сферах общества. В результате налаживания всестороннего сотрудничества со странами региона и мира в целом укрепилась политическая и социально-экономическая сфера страны. Таджикистан занял достойное место на региональной и мировой арене. Обеспечение безопасности, независимости и свободы является гарантом светлого настоящего и будущего каждого народа и нации. Во все времена прогресс жизни государства и общества исходит из стабильности, безопасности и обеспечения общественного мира и порядка. Именно благодаря самоотверженности благородных и честных сынов Родины сегодня Республика Таджикистан известна во всем мире как безопасная и мирная страна. Именно поэтому под мудрым руководством дальновидной и миролюбивой политикой основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и при поддержке славного народа страны, Республика Таджикистан стремительно развивается во всех сферах, добиваясь значительных достижений. Самым главным даром и достижением благородного народа Таджикистана сегодня является мир, стабильность и спокойствие. Благодаря реализации важных и своевременных мер правительства Республики Таджикистан по обеспечению безопасности, мира и политической стабильности мы наблюдаем стремительный прогресс во всех жизненно важных сферах общества. В результате налаживания всестороннего сотрудничества со странами региона и мира укрепилась политическая и социально-экономическая сферы страны, а Таджикистан занял достойное место на региональной и мировой арене. Именно в целях достижения достойной жизни и стабильности экономики и стабильности политической системы государства приняты 4 важные стратегические цели, которые заключаются в том, чтобы обеспечить энергетическую независимость, выйти из коммуникационного тупика и превратить Таджикистан в транзитную страну, обеспечить продовольственную безопасность, осуществить доступ к качественным продуктам питания для населения страны, а индустриализация включала ускоренные темпы в стране. Именно по этой причине сегодня открыты международные наземные и воздушные маршруты во все направления мира. В Республике Таджикистан наблюдается прогресс и развитие экономической, социальной, культурной и других сфер страны. И все это свидетельствует о мудрости, трудолюбии и стойкости основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Республика Таджикистан является активным и инициативным членом самых влиятельных организаций мира. И благодаря своим неустанным усилиям и пониманию человекоориентированных проблем в нынешнем неспокойном и нестабильном мире, она находится на пути к обеспечению мира. Усилия и старания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня более 200 стран мира осознают политическую стабильность и внутреннюю и внешнюю безопасность Республики Таджикистан и признали нашу страну государством-инициатором в решении глобальных политических, экономических вопросов и проблем экологических кризисов, вопросов в области безопасности, что свидетельствует об успешной внутренней и внешней политике правового государства Таджикистан. Именно поэтому на протяжении последних 8 лет Республика Таджикистан всегда входила в число самых безопасных и миролюбивых стран мира. А по результатам глобального исследования внутреннего и международного уровня и безопасности граждан Таджикистан считается одним из лидеров. Действительно, проведение важнейших международных конференций и саммитов международного уровня в Республике Таджикистан, а также присутствие глав и представителей международных организаций в Душанбе, столице Республики Таджикистан, безусловно повысили доверие мирового сообщества относительно стабильности и национальной безопасности Таджикистана. Таджикистан стал любимой и привлекательной страной для любителей путешествий по миру, имиджем безопасной и мирной страны. Благодаря инициативам и усилиям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в период независимости в стране обеспечен мир, стабильность и безопасность. Страна получила самые лучшие и самые расширенные возможности для развития туризма в регионе. И Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостях
новостных сетях. Так, Республика Таджикистан заняла первое место среди 142 стран мира. Американский институт Галлап в своем ежегодном рейтинге правопорядка поместил Таджикистан на первое место по безопасности, стабильности и доверию граждан относительно правоохранительных органов. В десятку рейтинговых стран входят Республика Таджикистан с показателем Финляндия, Исландия, Кувейт, Люксембург, Норвегия, Вьетнам, Швейцария, Дания и Индонезия. По результатам опроса, проведенного авторами рейтинга, таджикистанцы заявили, что не чувствуют никакой опасности во время ночных прогулок и доверяют органам охраны правопорядка. Это важное явление еще раз повлияло на рост престижа и авторитета нашей независимой страны на мировом уровне, побуждает каждого из нас, граждан страны, беречь национальные ценности, в том числе мир и независимость, как великий и святой дар, вносить свой вклад в процветание независимого Таджикистана. Шахлу Бердива, Дильшоди Хушвахт, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.